Слово «челлендж», это слово «вызов». Я вообще люблю вызовы, я люблю вот эту всю тему. Есть определенные вещи, которые только вот от Бога приходят, когда Он приходит своим присутствием. То, что Он высвобождает в нашей жизни, что может нам дать идти дальше. Это как определенная благодать, которая высвобождается, чтобы мы могли пойти дальше, чем просто мы можем в нашей физической силе или даже нашими желаниями. Я не хочу быть человеком, который вечно стоит, который вечно уверен в себе именно, в каких-то своих вещах, который вечно доволен собой, который вечно какие-то свои вещи ищет. Я молюсь, чтобы Бог опускал нас, чтобы Бог какие-то вещи делал в нашей жизни, чтобы мы на самом деле были людьми Божьими, у которых внутри все хорошо, не просто снаружи, потому что снаружи все мы очень красивые. Как хочется, чтобы эта красота, она была не только снаружи, но и я верю в то, что Господь вот в этом году, как мы будем брать какие-то вызовы, мы будем двигаться вместе, может быть, какие-то вещи будут не совсем комфортные, но это, я верю, будет время, когда Господь будет просто что-то менять в нашем характере. Потому что у нас очень много есть талантливых людей, у нас есть много людей с дарами, и есть дары, есть плоды. Я верю, Господь хочет производить в нас вот плоды, и не только, чтобы мы были людьми с дарами, потому что дары, они настолько важны в Царстве Божьем, чтобы мы молились друг за друга и видели исцеление, чтобы мы видели пророчество, чтобы мы видели слово знания, слово мудрости и все остальные. Но также, чтобы плоды были, чтобы люди вокруг смотрели на нас, видели нас на работе, в школе, кому-то, в университете и в разных местах, в которые мы попадаем, и чтобы люди могли видеть, что есть разница в нас, есть что-то, что нету в этом мире. Есть что-то, что отличает нас, есть что-то Божие в нашей жизни, есть плоды какие-то. Бог будет ситуации в нашу жизнь приводить, будет людей приводить. И вот есть люди, которые нас ведут к нашему, вот, к Божьему. Есть люди, которые нас подталкивают к Божьему, которые, как мне на английском это слово нравится, называется destiny helpers. Это вот люди, которые помогают тебе в твоем призвании. Это люди, которые тебе вот помогут тебя подтолкнуть туда, куда Бог тебя хочет двигать. А есть, наоборот, люди destiny killers в твоей жизни. Это такие убийцы твоего призвания, твоего вот туда, того места, куда ты должен идти. В этом случае нам нужно распознание от Бога, нам нужно иметь слово от Бога, нам нужно иметь вот близкое общение с Богом, чтобы распознавать вот именно тех людей, те ситуации, те вещи, в которых мы должны участвовать, и те вещи, которые мы должны делать, и те вещи, от которых, и люди, от которых надо убегать. Иосиф, он, мне кажется, он очень яркий персонаж из Ветхого Завета, это такой человек. Я, когда читаю про него, я когда читаю то, что вот про его жизнь, я думаю, Иосиф мой брат, я вот какие-то вещи переживаю похожие. И в каком смысле, и в чем именно я переживаю. Этот человек очень вдохновляющий тем, что это не был слугой, это был человек, который родился в хорошей семье, в верующей семье, даже в богатой семье. Это был человек, который... У него отец Иаков был, Авраам, Исаак, Иаков. Это такие великие люди, это были отцы веры, но так получилось, что он был отнят от своей семьи. Ты был в семье, ты был просто... в хорошей семье ты рос, и потом раз тебя братья с тобой плохо поступают, тебя кидают в яму, продают в рабство, ты попадаешь, тебя кто-то покупает, и ты попадаешь вообще в новую страну, в новое место, и ты раб. И я думаю, это такое что-то, это не просто вызов, это такой вызовище. Это что-то очень сложное, это что-то очень такое... то, что нелегко принять. И возвращаясь к Иосифу, что у него было откровение о Божьем характере, о том, какой Господь, потому что люди, которые помогают тебе прийти к Божьим вещам и к призванию, а есть люди, которые хотят убить это в твоей жизни. И вот первый персонаж, который хочет убить что-то Божие в жизни Иосифа, вот, это Блуд, это жена Потифара. То есть этот парень,
молодой, он уже в рабство его продали, уже он много чего перетерпел. Тут он принимает все это, он становится верным, он принимает то, что, окей, я сейчас раб, я слуга, я буду лучшим слугой, и он начинает верно исполнять свое дело, и тут его замечают, да, помните, там в конце было, Иосиф был хорошо сложен и красив, это ключевая вещь. И через некоторое время жена его господина стала заглядываться на него и сказала: «Ложись со мной». Он отказывался, сказав: «При мне мой господин может ни о чем не заботиться в доме. Все, чем он владеет, он доверил мне. В этом доме я самый главный, и мой господин не отказал мне ни в чем, кроме тебя, потому что ты его жена. Как же я могу совершить такое великое зло и грех против Бога?» И мне так понравилось вот это слово именно в конце. «Как же я могу совершить такое великое зло и грех против Бога?» Он не говорил против Потифара, против тебя даже, против его жены или вообще. Но он понимал, что то, что она просит его сделать, она гонялась за ним, да, говорит: «Ляг со мной», то он понимал то, что это великое зло в глазах Божьих будет. И опять же, не было закона, не было каких-то прям много откровения. Сегодня у нас столько всего есть, но некоторые из нас вот так просто глаза, да, закрывают на некоторые вещи. Или просто наши чувства, они оказываются иногда сильнее, чем истина Слова Божьего. И мы где-то закрываем свои глаза, мы где-то, может, перелистываем. Но Иосиф, он называл грех так, как он есть на самом деле. Великое зло и грех против Бога. Он не назвал это чем-то, давай не будем такую схемку заводить, давай не будем так общаться. Он понимал, и дальше там написано: «И хотя она уговаривала его каждый день, он отказывался лечь с ней и даже быть с ней». Тут тоже классный момент, что он не просто отказывался именно вот лечь с ней, но он отказывался даже быть с ней. Иногда мы понимаем, вот это грех, вот это конкретно, вот это прям точно грех, а вот это, я могу рядом быть, я могу вот около где-то быть, но и будет нормально. У Иосифа совершенно другое отношение к этому. И я верю, это вот как раз относится к его верности, к его вот тому откровению о Боге, которое он имел, то, что он понимал, что игры вот эти не надо играть мне. И он говорит: нет, я даже с ней рядом не буду находиться. Он отказывался даже быть с ней. Но однажды он вошел в дом по своим делам, когда никого из домашних не было в доме. Она схватила его за одежду и сказала: «Ложись со мной». Да, очень. Но он вырвался и убежал, оставив верхнюю одежду у нее в руках. То есть она его там конкретно схватила, потому что даже одежда не выстояла. То есть он как-то, ему пришлось, я думаю, увернуться, как-то прям вырваться. Никого не было там, да, он зашел в дом по своим делам, когда никого там не было. Никто не видел. Никто бы не узнал. Может быть, я уверен, Потифар, если он важный такой человек, он все время в разъездах, он там в командировке, он где-то за границей. Это точно, это уже достоверенная информация. Я вот никого из слуг нету, никого нету. Можно, в принципе, сделать дело. Можно, в принципе, все получится, все пойдет. И мы же тоже часто так иногда относимся, мы делаем какие-то вещи, мы ходим в какие-то места, и мы вот имеем такую уверенность: вот здесь точно с церкви никого не будет. Вот здесь точно никто меня не увидит. Я вот здесь один, я совершенно, я в своей комнате вечером один, никого здесь нету. Но Иосиф понимал то, что хоть никого нету, Господь все видит. Неважно, как мы скроемся, неважно, куда мы спрячемся, Господь всегда увидит. Господь всегда видит. И Господь всегда... И я верю, опять же, вот это был решающий вопрос в жизни Иосифа. Как он поступит в этой ситуации, как он отнесется к греху. Но мы видим, как он отнесся. И это классная стратегия. Что делать с грехом? Надо убегать от него. Иногда тоже мы думаем о себе: я уже сильный, я уже верующий 7 лет был, я уже это преодолел, я уже то преодолел, значит, ничего страшного. И жену Потифара тоже преодолеем. Но
Я бы себе не доверял, я бы лучше... Вот правильная вот тема — бегать, убегать. Мы не слуги в доме Потифара, и нету жены Потифара, которая за тобой гоняется и тебя пытается поймать и говорит: ложись со мной. Но у нас есть другие искушения, у нас есть другие вещи, и я сегодня хотел бы затронуть вот эту тему. Порнография. Это такая вещь, которую... Вот некомфортно даже это слово говорить, да? Это реальная вещь, это реальный враг, это реальная... Это вот жена Потифара у тебя в телефоне, у тебя в компьютере. Ее физически не должно быть, но это то, что гонится за тобой, и это то, что втягивает с молодого возраста очень многих людей. Я понимаю, это такая сфера, такая тайная, непонятная. То есть тут, может быть, всякие статистики есть, даже в церквях, вот когда там сколько пастырей, сколько людей Божьих вовлечены в это, сколько людей, которые рождены свыше, которые исповедуют Господа Иисуса как Спасителя, которые даже могут на сцене петь песни поклонения, сколько из них живут в порнографии, сколько из этих людей, они в рабстве в этом. И я это понимаю, потому что я тоже, когда был без Бога, когда я был абсолютным рабом порнографии. И я здесь сегодня, чтобы засвидетельствовать, опять же, что я 7 лет живу в абсолютной свободе от порнографии. Я верю в то, что Иосиф — это пример. И на самом деле, если говорить про меня, про мою жизнь, у меня не было такого чего-то, я не знаю, прям сверхъестественного, что Господь сошел с небес, ангел пришел в комнату, коснулся меня и сказал: вот, все, теперь ты свободен от порнографии. Но это была моя встреча с присутствием Божьим. Я когда начал молиться, когда я покаялся, вообще у меня был момент покаяния, такой глобальный, где я встретился с Господом, где я посвятил свою жизнь Ему. Я не думал об этом, я просто... Это то, что вот живет у тебя в жизни. Я в то время жил в Америке. Там это настолько все нормально, это настолько распространено, что если ты молодой парень, и ты не смотришь порнографию, что-то с тобой не то. Потому что ты же должен там расслабляться, ты же должен там как-то... То есть это такая вещь, которая вот на устах у всех. Причем они вообще не стесняются. Я не знаю, у нас более консервативное общество, и я знаю, что многие люди здесь сейчас даже вздрагивают при вот этой теме, и вот так не чувствуют себя особо комфортно, но это такие вещи, которые дети обсуждают иногда с родителями за столом. И это настолько нормализируется обществом, то, что это нормально, это естественно, у нас у всех есть вот эти желания, вот эти побуждения, ты не должен себя как-то ограничивать, делай, что ты хочешь. Но Иосиф, он понимал то, что это великое зло и грех против Бога. И это то, что это есть на самом деле. Порнография, блуд и вообще вот эта любая сексуальная нечистота, ты крадешь. Если ты молодой человек, который еще не женился, не вышел замуж, не вышла замуж, это то, что крадет будущее твоего брака. Это то, что портит. Это то, что ты сегодня получаешь мгновенное какое-то, может быть, удовлетворение, но это то, что ты крадешь, ты кредит берешь будущего своего в своем браке, в том, то, что Господь запланировал. Потому что секс — это что-то хорошее, это то, что Господь сотворил. И все, что Господь сотворил, это хорошо. И Бог поставил рамки определенные этого. Он поставил определенные границы этому, чтобы это было благословение в твоей жизни, в моей жизни. И это таким и будет, если мы будем правильно к этому относиться. Но если мы сегодня будем себя обкрадывать, если мы сегодня будем в нелегальных вот этих вещах, вот секс вне брака и все, что связано с этой сферой, это ты вступаешь на не ту территорию. Это вот запретная территория. Туда, куда ты должен вступить после брака. И тогда это будет максимальным благословением в твоей жизни. Когда я встретился с Божьим присутствием, когда я начал молиться, начал переживать, я не думал об этом именно в ту секунду, потому что это то, что было частью моей жизни обычной. Но когда я начал молиться, соприкасаться с песнями поклонения, просто в один момент мне просто Господь вот как-то открыл, и я в тот день понимал, это мерзость для Господа. Это все, что я понял.
Я никакого не получил сверхъестественного, прям супер чего-то. Просто я понял, это мерзость в глазах Божьих. И мне именно Господь, это одно из первых, вот то, что я слышал от Господа для себя, для своей жизни, это мерзость для меня. Это больше не может быть частью твоей жизни. И я стоял в том месте, и я понимал, я это забыть не смогу. Вот я сейчас это принял, я это услышал, и это будет навсегда в моей жизни свидетельством, что я не смогу сказать потом Господу: Господь, я забыл. Господь, мне захотелось очень сильно. Я очень-очень устал, у меня стресса много. В тот день я понимал просто, это зло. И я больше не могу никогда себе это оправдать, что это не зло в глазах Божьих, что это что-то правильное, что это что-то нормальное. Поэтому сегодня я хочу быть свидетелем насчет этого. И только это понимание, я понял, я сказал: Господь, хорошо, это зло в твоих глазах, это то, в чем ты не хочешь, чтобы я жил, дай мне силы для этого. Дай мне силы никогда в это не вернуться. И я могу перед Богом сегодня говорить: слава Господу, я 7 лет, как я верующий, я абсолютной свободе от этого живу. Поэтому это совершенно возможно. И это не просто возможно, это Божья воля для нас. И когда мы находим Божью волю, мы встаем на нее и просим Божьей благодати, даже Божья воля, она в себе держит, как семя, благодать. Когда ты ее принимаешь, она высвобождает. Когда ты это принимаешь, выходит вот эта благодать, чтобы тебе исполнить Его Слово.